Вот уже как 30 лет семья Мангуш шьют национальную одежду. Начинали работу вместе в овчинно-шубной фабрике, а вскоре открыли свое ателье в Шаганаре. Мини-бизнес развивался успешно, в связи с чем было принято решение переехать в Кызыл. Здесь же супруги открыли цех и принимают заказы. У них 4 детей. Младшие, будучи студентами, помогают в семейном бизнесе. Средняя дочь даже выпустила свою стилизованную коллекцию. График работы нашего ателье с 9 до 19 часов. Но если возникают срочные заказы, шьем мы даже ночью. Сегодня, например, я шью с 6 утра, потому что в национальном платье заказчик пойдет на церемонию награждения. Эмма Николаевна шьет не только национальную, но и европейскую, то есть классическую одежду. Такие жилеты в камуфляже с меховым подкладом можно стирать. Супруг шьет национальное пальто, безрукавки, шапки из кожи и меха. Заказы принимают со всех уголков России. К примеру, после фестиваля Хуэмея якутская участница заказала тувинский тон и шапку. Все из натуральных материалов. Но найти качественно обработанную овчину в Туве сложно. Некоторые материалы покупают из Москвы и Кисловодска. Мы берем овчину у местных производителей, например, у мастера Карлакара в Шаганаре. Но когда не хватает, приходится покупать за пределами Тувы. Если бы здесь обрабатывали шкуры в таком объеме и качестве, мы бы брали только отсюда. Обработка очень важна. Клиентам хочется носить легкую, мягкую, натуральную овчину. Да и швейные машинки ломаются от жестких материалов. Для удобства клиентов ткани также закупают сами. Из Монголии, Киргизии, Москвы и Новосибирска. Эмма Николаевна признает, что цены на ткани и фурнитуру с началом санкций резко подскочили, но сейчас начали возвращаться к прежним. Проверенные партнеры и постоянные клиенты – это основа для процветания. Реализует свою продукцию семья Мангуш в магазине в центре тувинской культуры. Открыла магазин национальной продукции в 2018 году, когда поняла, что нет единого места, где реализовывали бы свои товары местные мастера и швеи. Более 100 мастеров представляют здесь свои работы. Это сувениры из камня, дерева, украшения, одежда, изделия из кожи и меха. В 2020 году с началом пандемии Эльвира Апыоловна через фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» освоила онлайн-продажи и вышла на экспорт. На карте указаны более 10 стран, с которыми сотрудничал магазин. Америка, Франция, Австралия, Япония, Швеция и другие. В связи с ограничениями предприниматель планирует экспорт и в другие страны. Айдана Холы, Чайхан Дунгак, Мирана Эргит, Тува 24.